Пока государства всего мира весь апрель давали бизнесу и жителям деньги, Путин и Причалов нам врали. Мы предложили конкретные 5 шагов, под которыми подписалось больше миллиона человек. И одно из требований Путин выполнил. Государство выплатит по 10 тысяч рублей на ребенка. А сколько разговоров было? Популизм, вертолетные деньги, люди все проедят, мы готовы помогать как угодно, лишь бы не деньгами. Что ж, давайте посмотрим, как и кому помогает республиканская власть. После объявления школьного карантина Причалов пообещал, что ученики из многодетных и малообеспеченных семей будут получать продуктовые наборы. Не бог весть какая помощь вроде бы, но и с этим у власти все пошло не так. Сначала выяснилось, что цены на продуктах в наборы завышены. Закупками заинтересовалась прокуратура и раздачу наборов приостановили. После возобновления раздачи с наборами случилась новая беда. В Можге в продуктовых наборах обнаружились черви. Поставщик наборов – МУП «Школьное питание», его глава – депутат-единорос Ильдар Ахметшин. Вот такую крупу нам выдали многодетным. Кушайте, пожалуйста, не отравитесь. Несмотря на червей, наборы опять были дороже, чем в рознице. Наверное, из-за дополнительного источника белка. Но бессовестный единорос и не думал извиняться. Ахметшин написал заявление в полицию на многодетную маму школьников, которая выложила видео в интернет, и потребовал возбудить уголовное дело по клевете. Единая Россия – партия реальных дел, заведенных на многодетных матерей. Причалов снова приостановил раздачу наборов. И тут началось самое интересное. Республиканский Минобр без конкурса отдает контракт на 417 миллионов компании Биотерра. К этой закупке возникает куча вопросов. Продуктовые наборы состоят из продукции более чем 10 компаний. Так почему с Сарапульской кондитерской фабрикой, Милкомом, мясокомбинатом «Восточный» не были заключены прямые контракты? Почему формирование наборов доверили Биотерре, компания, которая не производит ничего, кроме сушеных овощей? Компании, которая никогда не участвовала в госзакупках и сейчас не может справиться с такими объемами поставок. У нас есть ответы на все эти «почему». 6 апреля директор Биотерры Евгений Соковиков выкладывает на свою страничку во ВКонтакте вот это видео. Довольный Причалов благодарит компанию Биотерра за участие в единороссовском проекте «Поддержка». И хочу поблагодарить руководителей компании Биотерра. Каким был благотворительный взнос компании, неизвестно, но всего спустя 10 дней им отдали контракт на 400 с лишним миллионов. Такая вот благотворительность по-единороссовски. Вложился в пиар жуликов и воров, получи госконтракт. Норма жизни с большой буквы. Молодец. Но еще интереснее, кто является реальным бенефициаром этого огромного госзаказа. Биотеррой владеет ООО «Националь», 46% которого принадлежит обществу с ограниченной ответственностью, зарегистрированному в Австрии. Мы нашли эту компанию в австрийском торговом реестре. Ее стопроцентный владелец – херр Сергей Чикуров. И нам всем хорошо известно, что это за херр. Чикуров – олигарх еще с волковских времен, схемы которого попадали во внимание федеральных СМИ. Вот, к примеру, работая главным федеральным инспектором по Удмуртии, Чикуров через фирму-прокладку открывает удмуртскую хлебную компанию. Она закупала зерно по 1600 рублей, а продавала по 3300. И у местных компаний не было выбора. Правительство Удмуртии обязало закупать зерно только у этого поставщика. Ничего не напоминает? Фирма-прокладка получает госконтракт, и все местные компании должны проводить поставки через нее. Вот уж действительно почерк мастера. Эй, Александр Причалов, вопрос к вам. Почему вы все время говорите, что Удмуртия меняется, а бюджетные деньги пилят те же, кто 20 лет назад? 24/7 будем выполнять эту задачу. Молодец. После этой аферы международного уровня Биотерра нашла способ скрыть реальную цену наборов. Они просто перестали класть в коробки описи со стоимостью продуктов. Правительство радостно сообщило, что местные производители даже отказались от прибыли, а набор продуктов с закупочной стоимостью 840 рублей в рознице стоит 1175. Только вот бдительные граждане заметили, что набор даже по розничным ценам не тянет и на свои 840 рублей. А значит, лишнее из 417 миллионов достанется Биотерре и семейству Чикуровых. Подытожим. В кризис республиканское руководство смогло помочь и австрийским, и местным жуликам. А дети в Удмуртии получили не деньги,
а крупу с червями и пачку сушеной свеклы. Как говорит Собчак, Помогать надо сильным, а не слабым. мы подали жалобу в прокуратуру на эту закупку и будем добиваться раскрытия закупочных цен и мотивов отдачи этого контракта. А вы обязательно покажите это видео мамам и папам школьников, чтобы они увидели, кто наживается на их детях. В этом году Причалов и Единая Россия должны поплатиться за свое отношение к людям в такой трудный момент. Регистрируйтесь на сайте «Умное голосование» прямо сейчас, чтобы осенью у нас появились депутаты, отстаивающие интересы избирателей, а не продающие червивую крупу. И обязательно подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят правду.